Только он с головой лось, что самое интересное во всей этой истории. Да? То есть лыж, что у нас их несколько на самом деле. Но вот эта лыжа, она чем интересна, она вот этот навершие в виде головы лося. Вот если мы посмотрим, вот эта вот лыжа, да, вот эта нижняя часть, это верхняя. То есть сюда крепилась веревочка, скажем так, да, когда человек ехал на этой лыже. Ну и, конечно, если учитывать, что это эпоха мезолита, когда железа еще нет, то вот эту всю красоту человек резал с помощью каменного ножа. Вот это особенно затейливо, потому что, ладно, как бы первобытный человек образ создает, а еще и с помощью каменного ножа. Металла еще нет в это время. И вот рождается совершенно такое удивительное произведение. Когда был палеолит, тогда был более теплый период, и люди шли, осваивали всю эту территорию. Потом начинается опять похолодание, как бы вариант, и немножечко люди смещаются в этом плане. Вопрос, во что одевались, но мы можем догадаться, что в шкуры. Вопрос о ткани остается открытым, потому что ткани, видимо, тоже были какие-то. Что-то плели, да? Да, потому что вот, например, по более позднему времени у нас есть пряслица, то есть есть не детали ткацких станов, например, как в Финляндии найдено, в Норвегии, это уже более, попозже период. Но можно догадаться, опять-таки, потому что они аналогичные, то были ткацкие станы. Из чего плели, возникает вопрос, да? Опять-таки, по аналогиям, первая версия, что это крапива, вот то, что мы встречаем в Ханты-Мансийске, например, и здесь тоже плели из крапивы. В 19 веке некоторые изготавливали одежду из крапивы. Очень плотная такая, достаточно такой хорошей структуры, получается, сама ткань. И конопля, как технический материал. Конопля тоже росла. Самая прочная, да. Да. А потом, гораздо позднее, видимо, уже где-то ближе 17 век, 16 век, появляется лен, и вот тогда вот эти уже все варианты. Лен и шерсть, как два варианта. Вот наши любимые лоси, да, вот это совершенно замечательно. Там лось, тут лось, да. Вот это вот образ солярный, солнечный. Да? Одновременно вот здесь несколько бляшек, где вот лось поедается хищником. Вот прям так видно, если присмотреться, вот номер 20, голова лося, а там медведь его поедает. Это такое связано с космическими тоже всякими сюжетами. Реинкарнация, такая трансформация. Это изменение времени, когда вот вечное перерождение, там вот Павел Федорович мир тоже должен рассказывать, эти все сюжеты. Ткани, которые придавала совершенно замечательные шали, ткани. Шелковые. Потом сама обувка какая была, вот эти кружева, всякие. С деревянными гвоздиками, небось, все. Да, или уже с металлическими, неизвестно. Мы делали как-то выставку мода, там вот эти платки фестивальные, с карками, еще с чем-то. Очень любопытно все это вместе как-то. Кожаное пальто, которое военное, кожаное пальто, там разные фуфайки. Но это вот это эпохи, это время, и многие вещи уже настолько утраченные. Какие-то платья там разные. Так что вот так. У меня была такая достаточно стойкая ассоциация, мне почему-то Коми ассоциировалась только, скажем, с такой снежной историей больше. То есть, и это, возможно, потому что как мама была привязана все-таки в свое время к Воркуте, и я тоже. И для меня это была история вот ненцев, ну вот больше вот северной части, которая оленьи шкуры, такая достаточно красивая вышивка, там могла быть бисером, из оленьих шкур, одни пимы какие вот произведения, какое замечательное, да, там и все остальные вещи с капюшонами, это очень стильно, классно. Вот. И для меня, конечно, большое открытие, потому что у меня, скажем так, из вот этой гаммы все оттенки серого и все оттенки белого, да, потому что олень все оттенки серого, снег все оттенки белого. То есть у меня вот эта гамма как-то всегда была ассоциирована. И у меня сейчас вдруг добавилось абсолютно такое вот разнотравье и разноцветие вот этих вышивок, и это обилие красного, скажем так, в костюме. И я даже растерялась, потому что я поняла, что невозможно выделить, ну как бы нельзя объединить все, понимаете, это будет как бы, это будет неправильно представлено. То есть это прям вот, наверное, из уважения к регионам, вот Коми края, да, вообще правильно как-то вот делать более, скажем, такой и цветовой, и орнаментальный анализ определенных областей, которые можно, ну, и желательно показать бы, например, в современном костюме.
Ну, то есть, конечно, я немножко растеряна от того, что этого стало намного больше, да, потому что я приехала с каким-то таким своим представлением, там, воспоминаниями с детства и так далее. А тут вдруг такая вот совсем разнообразная палитра, и она все равно не должна быть совсем смешана как бы с таким, скажем, привычным русским костюмом. Да? То есть все равно есть особенности, отличия. Они, возможно, в первую очередь так не бросятся в глаза, но их все равно надо выделить, чтобы это была такая вот, знаете, чтобы это стало кодом края.